Приветствуем вас, дорогие телезрители, из славного города Алдана, центра одноименного района, который является, без всякого сомнения, снежной столицей Якутии. Просто каждый раз, приезжая в Алдан, я удивляюсь сугробом в человеческий рост. Вот такой вот. Ну, это нормально. Толщина снежного покрова составляет метр и выше. Это на улицах только города. Иногда пробираешься между вот этими сугробами и задаешься вопросом, а куда все это девается? А девается оно, дорогие друзья, вот сюда вот, на один из самых больших снеговых полигонов города, куда вывозится силами подрядчиков муниципалитета те объемы снега. Кратко в цифрах. Из Алдана, вот сравните Алдан, да, сравните Якутск, из Алдана только за 3 месяца 2020 года, январь, февраль и вот половину марта, вывезено 32 тысячи тонн снега. 32 тысячи тонн снега. И сегодняшняя программа будет посвящена аспектам борьбы со снегом не только в городе, но еще и на федеральной трассе. Потому что, еще раз говорю, расположение района таково, что туда стекаются, по-моему, все снеговые заряды со всей республики. И наваливает снега так. Май месяц в Алдане – это снежный месяц. Середина мая абсолютно может навалить вот столько снега. И это абсолютно никого не удивляет. Поэтому на борьбу со снегом брошены значительные ресурсы, значительные силы. И это, ну, скажем так, это наше все в Алдане. Это смысл жизни. Это то, что обеспечивает нормальное функционирование города и района. Ну и транспортных перевозок в том числе. Еще раз говорю, один из самых больших снеговых полигонов, вот этот вот объем вывезен ну, практически за 3 месяца, вот с начала нового года. Ну, а мы дальше в программе будет и техника, и как дорожники справляются со снегом в условиях частных, скажем так, кварталов и так далее. Смотрите нас. С вами Дмитрий Аргунов. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы попасть в Алдан, снежную столицу Якутии, конечно же, нужно проехаться по дорогам общего пользования, по автомобильным дорогам. В Алдан ведет либо с Нерюнгри, либо с Якутска. Мы приехали, соответственно, с Якутска. Но, скажем так, дорога в сторону Нерюнгри, в сторону Алдана отличается только обслуживающей организацией. Сейчас мы находимся в машине у работника компании «Стройторсервис», который обслуживает в сторону Нерюнгри. Базируетесь в Немныре, получается, Андрей, да? Да, в Большом Немныре. Андрей, меня зовут Дмитрий. Очень приятно. Ну, как машина называется? И вообще, вот, что за история такая? За окном черт знает, что творится. Машина называется ДМК. Дорожная машина комбинированная. На базе автомобиля КамАЗ 6520. Ну, тут КамАЗовская, по-моему, только надпись, да, все. Да нет, все КамАЗовское. Все КамАЗовское? Все абсолютно, кроме коробки передач. Коробка передач ЗФовская, немецкая. Все. Ну, а за окном у нас творится нечто страшное, потому что спереди установлен отвал, который сгребает вот сгрейдированную всю кучу, получается, впитывает за... Да, метров на 10 выкидывает. Ага. Ну, часто снега, получается, Андрей, достаточно мало для того, чтобы, ну, говорить о том, что... Да, ситуации были, наверное, хуже. буквально несколько дней назад, да, снежок хороший шел. По 2 раза приходилось выезжать. Это конструкция ножа такая, что откидывает снег буквально метров на 20. Да, он называется отвал, передний отвал скоростной. Специально такая аэродинамика сделана, что... Завихрение какое-то. Завихрение, да, и... А как чувствуешь, что вот границу, то, что... Как-то на подсознании уже чувствуется так, что даже флажки вот объезжаем,
ни одного не сбиваем. Ну, бывает, конечно. То есть счет все-таки флажкам ведется, да? Там 1-2, 3 сбитых флажка. Ну, понятно. А это, вроде бы скорость такая, ну, небольшая же, да, порядка 40-50 километров. Идем, и все равно завихрения за окном, ну, такие, достаточно мощные. Давай вот здесь тормознем наши, по-моему. Это наши же стоят? Да. Да, вот они. Вот проезжаем мимо, проезжаем мимо. И засыпем давай нашего водителя. Оператора, вернее. Слушай, а весь вот этот снег, который за борт уходит, он просто тает и все, да? Нет, почему бывает, вот, когда снег навалит, экскаватором отбиваем. Вот здесь, да? Там, где барьерного ограждения нет, там грузчикам. Потому что бывает так, что уже отвал не справляется, выше отвала бровка накапливается. Там только погрузчикам расчищают. Ну, то есть, это не означает то, что с проезжей части смели и все, пускай себе тает. Не, гораздо не везде. Ну, есть такие места, что откос высокий, насыпь высокая, там ничего не делаем. Там он остается внизу и тает весной. Ну, это только кажется, что содержание дорог в надлежащем состоянии, особенно зимой, это, ну, вроде бы такие простые мероприятия. На самом деле это целый комплекс предпринимаемых мер, которые нацелены, ну, прежде всего на безопасность, да, получается. И мы сейчас находимся на участке, который содержит компания «Стройдор Сервис», это компания, входящая в группу «Паритет», и заместитель исполнительного директора «Стройдор Сервиса» по производству, то есть человек, который знает все про материалы, про технику и так далее, Анатолий Загреков. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Ну, мы сегодня прокатились вот на технике вашей, да, в принципе, ощутимо. Очень радует то, что у вас техника в новом, надлежащем состоянии, функционирующая на все 100, даже на 200, специалисты отличного класса, которые, ну, показывают чуть ли не выше пилотаж дорожных работ, получается. Ну, вот смотрите, здесь в Южной Якутии они дороги немножко отличаются от центральной, прежде всего по составу грунтов. Да. Здесь немножко иные грунты и дороги, соответственно, тоже нечто другое, чем мы привыкли видеть, допустим, в болотистой центральной Якутии. По материалам, есть ли особые какие-либо требования для того, чтобы, ну, дороги, они были дорогами на года, на века, на столетия и так далее? Ну, у нас есть лаборатория, которая подборами занимается именно по асфальтам, по бетонам, по дорожным покрытиям. Требования: морозостойкость, устойчивость именно к морозам. Больше, ну, нигде, по-моему, такого не применяется. А именно зимнее вот это вот содержание, оно заключается, что здесь, в Южной Якутии, очень обильный снег в Алдане. И содержание, ну, со снегом периодически боремся так, что в круглосуточном режиме. Ну, с сентября по май, получается. С Да? сентября по май, даже в мае бывают такие снегопады, что приходится в круглосуточном режиме работать. Ну да, но мы видим, что на перевалах стоят большегрузы, гололед и так далее, и так далее. И еще раз говорю, дорожная служба прикладывает все усилия для того, чтобы грузы, пассажиры, они были в безопасности. Да. Но немножко о компании. Вот этот участок, который вы содержите сейчас, это самый большой участок, получается, да? Ну, у нас, да. У нас вот один участок, который самый длинный. И вот содержим в круглосуточном режиме, получается. Техника базируется где-то не в Алдане, а не в Нерюнгри, ну, В Большом Немныре. Вот у нас получается, что до середины до Алдана и за Малый Немныр. Вот этот вот участок мы содержим. В прошлом году компания, ну, совершила трудовой подвиг, сдав раньше срока взлетно-посадочную полосу в Чульмане, да? Ну, да. Это же, считай, та же дорога, но с повышенными требованиями, ну, согласитесь? Ну, да. Для самолетов. Бетонная. Да, бетонная дорога с повышенными требованиями. Вот немножко впечатления про проделанную работу. Ну, тоже работали практически в круглосуточном режиме, потому что песок брали в Алдане, щебень в Тынде,
такие были требования Росавиации. Мгм. Методом подбора подобрали и вот в круглосуточном режиме тоже работали. Ну, справились. Ну, справились. Справились. Отлично. Ну, вот такие вот впечатления. Еще раз говорю, мы находимся в Алданском районе. И одна из тем нашего пребывания – это борьба со снегом. Борьба со снегом в городе, борьба со снегом на дорогах. И на дорогах на федеральной трассе Лена вот мы у специалистов компании «Стройдор Сервис» консультируемся. Вот, посмотрели, вернее, комплекс мероприятий, который позволяет содержать дорогу в надлежащем состоянии. Спасибо, Анатолий. Ну, я говорил, что Алдан – это снежная столица Якутии, да, но судя по, скажем так, по тому уровню вот этих вот сугробов, которые вокруг видите, да, зима-то нынче в Алдане выдалась не особо, ну, по крайней мере, по сравнению с прошлым годом, не особо снежная. Но, тем не менее, еще раз, просто нам, жителям Центральной Якутии, бывает чудовищно видеть такого вот размера сугроба. Я когда приезжаю в Алдан, всегда удивляюсь вот тому объему снега, который ребятам, дорожникам приходится вывозить каждый сезон. И причем вот сейчас вы видели кадры, когда техника убирала наст. Это, считайте, месячная норма осадков, которая выпала. Вы месяц назад здесь проходили. На улицу, да. В среднем так и получается, что мы на улице выбираем, ну, раз в месяц заходим для уборки, для вывоза снега. На каждую улицу, основную, имеется в виду. Ага. Ну и как, по-моему, вот этот частный сектор, да, он, ну, не совру, наверное, если затруднительно убирать с таких вот микрорайонов. Ну да, тяжело было поначалу начинать, поскольку мы вот приобрели вот эту снегоуборочную машину, погрузчик лаповый. Дело в том, что раньше-то мы работали просто погрузчиком, выбивали там снег, пытались его сорвать, вот закатанный, утоптанный такой уплотненный снег. Сейчас гораздо проще, у нас комплекс работает с грейдером. Грейдер прошел, подсформировал вал снежный, под него ставится снегоуборочная машина, КАМАЗ, и по любой улице можно выходить. То есть, как бы единственные трудности у нас составляет это частный сектор, когда люди оставляют машины, дрова на дороге, там где-то лежат, бывает, что мешает. Низковисящие провода тоже у нас в связи с тем, что высоко поднимаются, и машинам, да, бывает, что вот приходится маневрировать так вот аккуратненько. Ну, уже привыкли, работаем. Ну, квалификация персонала, значит, соответствует. В этом, они научились. В этом они прям молодцы. Я очень рад, что со мной работают такие специалисты. Угу. Ну, технология такая. Вот по этой улице, получается, проходит грейдер в два ряда, получается. То есть по этой стороне и по другой стороне, да? Все это формируется в такую вот колбаску, которая лежит посередине проезжей части. И хапуга в просторечии или вот эта снегоуборочная с лапами машина, она вот эту колбаску перекидывает, получается, на борта 20-кубовых самосвалов, которые заполняются, внимание, за 3-4 минуты. Вот буквально на наших глазах стояла машина на погрузке, буквально 3 минуты прошло, и она полная. Она полная. А потом все это дело выводится на снеговой полигон, я так понимаю, да? Профессионально. Все правильно. Хорошо, что у нас свалки находятся недалеко от города. Мы стараемся сформировать их рядышком, чтобы плечо было покороче. И успели вывозить как можно больше улиц, вычищать. Поэтому у нас в каждом районе за городом примерно есть свои снегосвалки. Угу. Завтра мы с вами проедем, покажем. Да, посмотрим тот объем. Сколько снега мы вывезли уже с начала Сколько зимы. снега может навалить в Алдане за зиму 2021-2022 года? Ну, Виктор, наверное, еще один момент. Алдан же, он как Сан-Франциско, блин, вот такой же. Да. Вот это создает еще, наверное, определенные трудности, да? Ну, да, дело в том, что у нас, когда начинается сезон, особенно ранняя осень и поздняя весна, скажем так, это гололед. Подъемы постоянно закатываются. Чуть днем потеплело на солнышке, сразу же стекло. К вечеру подмерзло, лед. Мы начинаем работу, у нас, и хоть и грейдер выдовый, бывает, что все равно стаскивает. И когда особенно начинаешь резать полотно, готовить его в подвал, проблематично, есть такое. Но справляемся. Почему и работаем ночью? Потому что нам никто не мешает, безопасность соблюдается. Ну и, как говорится, эффект больше. Ну, надо слову сказать, что в следующем году уже отмечаются круглые даты, столетие города Алдан.
получается. Да. Столетие города Алдан, да, и столетие еще и добывающей промышленности не за горами получается. Ну и, соответственно, муниципалитет тоже будет отмечать круглую дату. Поэтому очень отрадно, что подрядные организации, такие как Ассоциация строителей АЯ, представитель которого Виктор Толмачев сегодня с нами проводит, скажем так, вот такую вот экскурсию боевую по местам трудовой славы, да, они прикладывают все усилия для того, чтобы город встретил свой столетний юбилей как надо, да, как надо, чтобы в порядке, чтобы там туда-сё и так далее. Ну, еще раз говорю, просто те кадры дневные, вот сейчас мы вечером находимся, буквально уже 10-й час вечера, да, и те кадры дневных съемок вы увидите просто сугробы огромные. Ну, ребята, ну... И в центре города в том числе. И в центре города. Алдан — это снежная столица всей Якутии. Это надо помнить всегда. И я еще раз. Ну, мы вам рассказываем о тех обыденных вроде бы видах работ, которые приходится каждодневно выполнять коммунальным службам города Алдан. Александр Лукич, ну, с грядущим юбилеем славного города Алдан, с города трудовой славы, указ подписан, наверняка какие-то подготовительные. Давайте начнем с этого. Как Алдан встречает столетие-то? Но благодаря поддержке всей республики, да, всех жителей республики, главы республики Арсения Сергеевича Николаева, правительства, жителей республики, мы попали в рейтинг голосования, победили. 10 сентября 2021 года президент Российской Федерации подписал указ о присвоении городу Алдану города трудовой доблести. Это большое звание, это вдохновляет нас на новые успехи, новые задачи. В 23-м году мы празднуем столетие города, да, и в этих мероприятиях Алдан, город трудовой доблести, тоже будет разработан целый план подготовки. Создан оргкомитет, создана комиссия, набран план работы, большой объем работ. Трижды проводилось заседание организационного комитета по председательствам Бычкова Кирилла Евгеньевича, первого зампредседателя правительства республики. Задачи реальные, задачи выполнимы. Надеюсь, что до середины мая будет подписан указ о социально-экономическом развитии Алданского района в рамках столетия города Алдана. Будут финансовые подкрепления, работы будут идти. Город Алдан, администрация города работает параллельно, участвует во всех конкурсах, которые есть, и в дорожном фонде на асфальтирование дорог, и комфортная городская среда, и гражданские инициативы. В общем, в этом году вот мы находимся на 10 лет Якутии, да, в этом году мы уже победили этот конкурс, да, софинансирование в бюджете города предусмотрено, тротуар будет новый, положен полностью по 10 лет Якутии, вторая часть будет положена, тротуар построенный по улице Ленина, новый тротуар старый меняем, новый ложим, поэтому подготовительные работы идут в полном объеме. Не останавливаемся, знаем, что трудное время сегодня, но мы привыкли работать. Якутия чем отличается? Что люди не говорят, а работают. Поэтому и работает и золотодобывающая промышленность, газ, перевозки, транспортная схема. И надеюсь, что все мероприятия, которые наметили согласно программы подготовки и дальнейшей работы, они будут выполнены в срок. И поставленные задачи для жителей Алдана и Алданского района будут направлены на улучшение социально-экономической обстановки в городе и в районе. Хорошо. Александр Лукич, давайте вернемся в наши реалии. Да? Всем известно, что Алдан — это снежная столица Якутии. Да. Здесь, ну, я не знаю, аномалия не аномалия, но погодные условия таковы, что нормы зимних осадков, они в разы превышают те, к которым мы привыкли, жители, по крайней мере, центральной Якутии. И один из аспектов был такой, как Алдан справляется вот с такой массой снега, да? Давайте вот как руководитель города расскажите, в чем секрет, куда все это девается? Да, ну, в общем, если честно говорить, Алдан — это и снежная столица, и лыжная столица, поэтому, начиная с первых декады октября месяца по середины мая месяца мы ведем борьбу со снегом, да. Конечно, 2021 год у нас был провальный, мы не могли найти подрядчика, который бы работал на содержании дорог.
определились, правда, уже во второй половине 2021 года определился подрядчик, ассоциация АЯМ, вышла на содержание дорог города, ИП Эпова вышла на содержание дорог города. Сегодня я с депутатским корпусом утвердили то, что увеличили финансирование на содержание дорог в летний и зимний период, да, 68 миллионов рублей. Это для нас, ну, очень реальная сумма, и она как бы впервые такая есть. Это почти в 2 раза увеличили выделение денежных средств. В этом году нам погода благоприятствует, снежника еще по сравнению с 2021 годом на 63 сантиметра меньше, да, уровень снега. Но тем не менее сегодня, согласно заключению контролирующих органов дорожного надзора ГИБДД, ситуация по дорогам, ну, скажем сказать, удовлетворительная. Сегодня добавлены техника, и приобретены и машины с косым отвалом, и ботхаты по уборке тротуаров, увеличено количество грейдеров. Работаем в круглосуточном режиме. Ежедневно от 7 до 9 единиц техники выходит на уборку улиц. Впереди март месяц, он еще продолжается, и ожидаю, что снежные осадки будут. Сейчас вывозка снега на полигоны идет в полном объеме, убирается накат. До середины апреля поставлена задача очистить все дворы и сбросить снег с крыш. Поэтому на сегодняшний день благодарен коллективу ассоциации АЯМ и ИП Эпова, который выполняет работу. Усилен контроль. У нас грамотный специалист в администрации по надзору за дорогами, который в постоянном контакте работает с контролирующими органами. И надеюсь, что ситуация будет исправлена. Паводок пропустим хорошо, надеюсь, все. Сегодня резко упало количество жалоб населения и количество ДТП. Это показатель. Показатель, конечно, для нас это все. Ну, есть, конечно, под зубную щетку не вычистишь весь снег. Это вчера было ясно, сегодня снег идет. В этом году ветра, ну, как бы дают о себе знать, но тем не менее коллективы работают, и надеюсь, что наряд заданий, который выдаем, ну, практически с разрывом 1 сутки выполняется в полном объеме. Александр Лукич, и ни для кого не секрет, что, по крайней мере, в Якутске это одна из основных проблем, это не работающее, не функционирующее в полной мере водоотведение. Да? Алдану в этом плане полегче, у вас водоотвод, он работает. Не, ну тоже есть, мы же вот почему сегодня вот Нагорная дорога, да, будем говорить, 10 лет Якутиева, где мы находимся, здесь ремонтируем тротуары и кюветное хозяйство, ливневку, да, по улице Ленина. Сегодня поставлена задача в связи с тем, что температура днем плюсовая, ну, более низкая, и образование льда, дана поставлена задача в первую очередь очистить ливневые канавы, ну и подготовиться к пропуску таяния снега. Но потопления нет, у нас самая нижняя точка это улица Дзержинского, да, но там работает оперативно, у нас и пропуски работают, и заготавливаем мешки с песком на случай пропуска паводка. Конечно, таких луж, как в городе Якутске, в Алдане нет. Да. И с этим вас и поздравляю. Да, спасибо. С наступающим юбилеем, Александр Да, Лукич. спасибо. Надеюсь, что вы приедете все на юбилей. Будем все благодарить вас за то, что вы помогли нам. А мы должны сказать слова благодарности всем жителям республики. Все. Спасибо. Солнечного, снежного Алдана, солнечного-снежного Алдана Дмитрий Аргунов, телеканал Якутия 24.